На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Президент Рауль Хаджимба провел совещание с участием представителей Ассоциации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Министр здравоохранения Тамас Цахнаки проинформировал участников совещания о том, что для обучения местных специалистов новым технологиям протезирования в течение текущего месяца в Абхазии приедут специалисты в сфере протезирования нижних конечностей из Германии. Как сообщает пресс-секретарь главы государства Нала Авицба, в ходе совещания обсуждались возможные меры для выявления граждан, получающих пенсии инвалида войны на основании ложных документов и свидетельских показаний. Сотрудниками архива Министерства обороны в списке инвалидов войны выявлены случаи, по которым было представлено недостаточно информации. Региональные организации инвалидов Отечественной войны перепроверяют имеющиеся данные. Также на совещании обсуждались вопросы изыскания финансовых средств для обеспечения районных специализированных аптек всеми необходимыми лекарственными препаратами, а также для оказания поддержки в разрешении материально-технической сложности региональных организаций инвалидов Отечественной войны. Пресс-служба президента Республики Абхазия распространила комментарии на заявления представителей оппозиционных сил, прозвучавшие на пресс-конференции 2 мая. Пресс-конференция представителей оппозиционных сил, на которой ожидалось распространение достоверной и объективной информации о состоянии здоровья депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Аслана Бжаня, оставила больше вопросов участия нашего общества. Прозвучавшие на пресс-конференции противоположные оценки состояния здоровья и причин возникновения болезни от отравления до тяжелой формы пневмонии требуют детальной проверки компетентными органами, отмечается в комментарии. Как подчеркивает пресс-служба президента, при наличии официального диагноза о вирусной пневмонии подобного рода предположения не могут способствовать стабильности в обществе в преддверии очередных президентских выборов. Состояние здоровья Аслана Бжаня с первых дней его госпитализации находится по поручению руководства страны на контроле у министра здравоохранения Республики Абхазия. По имеющейся у Министерства здравоохранения информации, представленной российскими коллегами, состояние здоровья Аслана Бжаня ухудшилось вследствие вирусной пневмонии. По последним данным, в лечении Аслана Бжаня наблюдается положительная динамика, отмечается в комментарии пресс-службы главы государства. Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» распространила заявление в связи с высказываниями, прозвучавшим на пресс-конференции оппозиционных сил, в которых были озвучены различные суждения по поводу болезни депутата парламента Аслана Бжаня. В частности, члены партии обратили внимание на то, что мнения выступавших по обсуждаемому вопросу были крайне противоречивыми. Создается впечатление, что они не успели согласовать свои версии по сложившейся ситуации. Между тем, как отмечается в заявлении ФНА, по поручению премьер-министра Абхазии Валерия Абганба, министр здравоохранения Тамас Цахнаки связывался с коллегами из Министерства здравоохранения России с целью организации лечения депутата Народного собрания Аслана Бжаня. 20 апреля Ассоциация врачей Абхазии города Москвы сделала официальное сообщение, в котором отмечено: после проведения комплексного обследования в Государственной клинической больнице имени Буянова города Москвы, где находится Аслан Бжаня, установлен диагноз вирусная пневмония. Состояние пациента стабильное, с положительной динамикой за весь период наблюдения. Врачи находятся в тесном взаимодействии с коллегами из клиники. Вся тактика лечения и ведения пациента обсуждена на совместном консилиуме. Из этих материалов следует, что наличие криминала, внешнего воздействия в данной ситуации исключается. ФНА с сожалением отмечает, что некоторые из выступавших на пресс-конференции оппозиции, не имея никаких реальных оснований и аргументов, сделали огульное заявление о возможном отравлении депутата. Очевидны спекуляции отдельных политиков на проблеме здоровья Аслана Бжаня. В связи с вышеизложенным Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» обращается к гражданам Абхазии и общественности страны с призывом не поддаваться на провокации и не реагировать на информацию, построенную на слухах и лживых доводах. ФНА также обратился к правоохранительным органам страны с требованием принять все необходимые меры по тщательному изучению данной ситуации.
Задержаны трое подозреваемых в похищении Омара Мирцхулава. Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Абхазии. 19 апреля 2019 года был задержан Адгур Дзгуа, 1974 года рождения. 24 апреля Беслан Бганба, 1982 года рождения. 30 апреля правоохранители задержали Эрика Чкадуа, 1979 года рождения. Все трое подозреваются в совершении разбойного нападения, похищении человека, угоне, незаконном обороте наркотиков и хранении огнестрельного оружия. Их арестовали на 2 месяца. Дзгуа и Бганба вину не признали. Оперативники нашли автомобиль, на котором, возможно, похитители мужчину в селе Гумиста. Расследование продолжается. Данных о месте нахождения Омара Мирцхулава у следствия в настоящее время нет. 17 апреля в 22:40 Омар Мирцхулава, 1979 года рождения, был похищен 3 неизвестными лицами в селе Гумиста Сухумского района. Система подачи медицинских газов появится в республиканской больнице Абхазии. Как сообщает пресс-служба Минздрава, осуществление проекта по установке системы подачи медицинских газов было начато еще в конце 2018 года и завершится уже в течение ближайших недель. Оборудование немецких производителей соответствует самым высоким международным стандартам в качестве этом направлении. Работы осуществляются за счет средств республиканского бюджета, на что потрачено более 5 миллионов рублей. Подача газов осуществляется в несколько операционных медучреждениях за счет так называемых потолочных консолей, а также в отделении гемодиализа и палаты реанимации, где будут установлены газовые розетки. Аппаратура позволит медикам использовать необходимое оборудование, соответственно, и проводить операции более оперативно и качественно. Вот это называется потолочная консоль фирмы Зильберман, которая, значит, предназначена для лучшего жизнеобеспечения пациентов, которых будут оперировать. Значит, на этой консоли у нас находится, значит, 2 вида газов. Это кислород и сжатый воздух. Значит, на консоли сразу видно давление газов. Кроме этого, электрические розетки с обоих сторон консоли. Пожалуйста, вот они. Для того, чтобы врачи могли включить то необходимое оборудование для работы с пациентами. Значит, здесь в данной операционной будет еще установлен модуль тревог, который в случае какой-то неадекватной, нештатной ситуации, то есть падения и давления газов или повышения давления, значит, будет сигнализировать звуковой эффект и световая сигнализация. Уже в ближайшее время, по словам Демченко, специалисты планируют закончить монтаж и запустить систему подачи газа в медучреждения. Жизненно важной для функционирования республиканской больницы назвал систему подачи газов заместитель главного врача республиканской больницы по лечебной части Георгий Вуба. До системного подхода у нас были газовые баллоны, которые по технике безопасности практически не должны быть на территории операционной или вообще здания, где находятся люди. На сегодняшний момент данная система позволяет бесперебойно получать на данной консоли или на других операционных будет по-другому немножко. Это будут розетки специальные, под которым будут подсоединяться аппараты жизнеобеспечения. И будет подаваться кислород уже извне. То есть общая консоль будет находиться снаружи, что облегчит и улучшит само оказание качества медицинской помощи. Президент Рауль Хаджимба объявил благодарность сотрудникам МЧС, принимавшим участие в ликвидации пожара в средней школе номер 2 имени Пушкина в Сухуме. Как отмечается в тексте распоряжения за проявленную самоотверженность и профессионализм в ликвидации пожара.
Прокуратура города Сухум проводит доследственную проверку по факту пожара во второй Сухумской средней школе, сообщается на официальном сайте ведомства. К настоящему моменту проведен первичный осмотр помещения школы. Взяты образцы электропроводки, электрооборудования, элементов кровли, которые потребуются для проведения технической экспертизы, отмечается в сообщении. По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка о наличии либо отсутствии состава преступления. Между тем, в учебных заведениях, куда будут временно распределены учащиеся, пострадавшие от пожара школы, начались подготовительные работы, чтобы с понедельника школьники смогли приступить к занятиям. Репортаж Алики Трапш. В пятницу с утра во второй Сухумской школе имени Пушкина силами администрации города, МЧС, Министерства образования и науки, а также преподавателей и самих учащихся ведутся работы по вывозу школьного имущества. В целях безопасности в само здание школьников не пускают. Сотрудники МЧС выносят учебники и школьный инвентарь на улицу. А уже здесь преподаватели совместно с учениками и их родителями помогают загрузить все в грузовые машины, чтобы отвезти их в школы, где они будут временно размещены. Тем временем в самих школах идут подготовительные работы для принятия детей. В очно-заочной школе будут размещены учащиеся старших классов второй школы. Для этого им предоставили 17 кабинетов. Несмотря на то, что часть из них практически без ремонта, школьники и учителя отнеслись с пониманием и вместе убирают, моют кабинеты, выносят старую мебель. Как только пожар был ликвидирован, мы тут же мобилизовались, пришли на работу, и технический персонал, и наш совместно с техперсоналом второй средней школы начали убираться, на помощь рабочие подошли, родители обратились, старшеклассники. Работа идет полным ходом, мы уже больше, чем на половину все прибрали, классы удобные, просторные. Школа будет работать в 2 смены. Первая приступит к занятиям в 8:30, вторая в 14:00. Расписание занятий составлено таким образом, чтобы учащиеся второй и очно-заочной школы могли бы заниматься без каких-либо стеснений. Что касается участников спартакиады, которые должны были в здании второй школы сдавать досрочные экзамены, то уже сейчас они проходят испытания в стенах очно-заочной школы. Частная общеобразовательная школа «Альфа» также разместит у себя учеников второй школы. Для этого им выделили 8 просторных кабинетов на 3-м этаже. Здесь временно будут обучаться порядка 360 учеников младших классов в 2 смены. Стоят одноместные парты. Как видите, вот здесь вот их 10 парт. То есть это класс на 10 человек рассчитан. Но тем не менее, помещение большое. Если будут двухместные парты, мы с администрацией уже договорились, они привезут нам свои парты, и тогда мы сможем разместить здесь классы в 30 человек. 180 детей из пострадавшей школы будут завершать учебный год в столичной школе номер 3 имени Юрия Воронова. Это учащиеся младших классов. Занятия их будут проходить во второй смене в 13:30. Сейчас идет подготовка, так как во второй школе более многочисленные классы, поэтому мы будем подставлять здесь парты, добавлять парты, стулья. И я думаю, что в тесноте, не в обиде, мы проведем этот учебный год все вместе. Я думаю, что все будет у нас нормально. Как отметила начальник управления образования города Сухум Людмила Адлиба, по мере возможности будут созданы все необходимые условия, чтобы дети могли завершить учебный год. И вопрос организации их питания в очно-заочной школе также будет решен. Предусмотрели по возможности, чтобы им было более или менее комфортно закончить учебный год. В частной школе «Альфа» есть столовая, дети здесь будут питаться. В средней школе номер 3 тоже есть столовая, дети там будут питаться. Немножко проблемно в очно-заочной школе. Но мы думаем над этим. К понедельнику постараемся организовать буфет в одном из помещений, чтобы дети хотя бы перекусили за время обучения. Занятия учащихся, пострадавшей от пожара школы номер 2, будут возобновлены в понедельник, 6 мая. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.
Делегация Министерства обороны Республики Абхазия приняла участие в 8-й Московской конференции по международной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. В рамках конференции прошли пленарные заседания, посвященные обмену мнениями по вопросам современных военных угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. В работе конференции приняли участие более 1000 делегатов из 63 стран. В начале весны в Москве проходила международная туристическая выставка МИД «Путешествие и туризм», в которой Абхазия принимала участие в 3-й раз. И вот первые результаты участия нашей страны в престижном туристическом форуме. В последние дни апреля в Абхазии со знакомительным туром побывали представители туристических компаний Российской Федерации. О том, какое впечатление произвела Абхазия на гостей и как это будет способствовать увеличению туристического потока в нашу страну, расскажет Гугут Савардания. Ежегодно в преддверии курортного сезона Министерство по курортам и туризму Республики Абхазия организовывает различные рекламные пресс-туры, главная цель которых – увеличение туристического потока, а также предоставление возможности представителям СМИ увидеть и самостоятельно оценить состояние туристических, природно-климатических и историко-культурных объектов, а также общий туристический потенциал республики. Рекламные туры собой подразумевают приезд туроператоров и непосредственно турагентов. Они вживую здесь знакомятся с нашими достопримечательностями, с нашим гостеприимством, с нашими экскурсионными объектами и объектами размещения, которые в дальнейшем должны приехать сюда туристы и посетить нашу республику. В последние годы Абхазия активно участвует в различных международных туристических выставках, на которых представляет потенциал страны в этой сфере. В начале весны в Москве проходила международная туристическая выставка МИД «Путешествие и туризм», в которой Абхазия принимала участие уже в 3-й раз. И как результат приезд в нашу страну представителей туристических компаний России. В рамках рекламного тура турагенты посетили уникальные природные объекты. Экскурсионная программа предусматривала посещение курортов Пицунда и Нового Афона, а также ознакомление с достопримечательностями столицы. Кроме того, гостям рассказали об обычаях и культуре абхазского народа. Туристическая фирма «Аквабаза» уже многие годы сотрудничает с Министерством по курортам и туризму Абхазии. Их совместная деятельность дает положительные результаты. Я хочу поблагодарить Министерство по туризму и, в частности, Автандила Зефиковича, который проявил такую активность в помощи по проведению рекламного тура. Значит, помощь заключалась в том, что транспорт, услуги экскурсовода нам были предоставлены бесплатно. Если сейчас мы уже имеем транспорт экскурсоводов бесплатных, если объекты размещения тоже предоставят нам такую возможность, я думаю, что мы сумеем большее количество людей приобщить вот к процессу ознакомления с отдыхом в Абхазии. Конечно же, представителей турагентств не оставила равнодушным красота природы нашего края и гостеприимство жителей республики. Очень большая, конечно, проводится работа, изменения большие. Вот сколько мы проехали и Гагры, и Афон, и Сухум, и вот конкретно Пицунду, просто до неузнаваемости. Конечно, первое место – это природа, которая здесь, ну, просто никого равнодушным, я разговаривал, не оставляет. Очень хорошая кухня, номера хорошие. И самое главное – это люди, которые, ну, могу сказать, что очень отзывчивые на любую просьбу, пожелание, всегда отзываются. Кроме того, в рамках договоренности, которая была достигнута между Министерствами по курортам и туризму Республики Абхазия и Республики Крым, подобные рекламные туры будут проводиться для всех заинтересованных субъектов туристской индустрии. Основная цель – переход в формат работы без посредников и установление дружеских и деловых отношений. Гугут Савардания, Абхазское телевидение. В Сухуме прошла презентация книги «Абхазское царство. Эпоха Баграта II», автором которой является писатель Денис Чачхаля. Исторический очерк содержит в себе наиболее полные сведения о жизни и деятельности абхазского царя Баграта II. В своей работе автор основывается на летописном наследии абхазских царей. Денис Чачхаля постарался воссоздать образ царя на фоне важных событий, происходивших как в Абхазии, так и в смежных кавказских странах и Византии.
Византийской империи на основании армянских, византийских, арабских летописей. Период Средневековья, именно уже тогда, когда династия Багратидов начинает править, Абхазия в этот период находится в таком расцвете и военно-политическом, и культурном, что самый существенный вклад в мировую культуру, без преувеличения, наш народ, народы, которые проживали в абхазском государстве, сделали именно в этот период. 67 картин в стиле живописи и графики. В Центральном выставочном зале Сухума открылась персональная выставка работ известного абхазского художника-монотиписта Заура Мукба. На выставке побывала и наша съемочная группа. Репортаж Налы Ковы. На большей части выставленных картин Заура Мукба запечатлена природа Абхазии, быт и традиции народа. По признанию самого художника, тема родины для него неисчерпаема. Величественные горы Абхазии, прелесть живой природы – все это является непрерывным источником вдохновения для него вот уже не один десяток лет. Вдохновение это от сердца идет. Сам родился в деревне. Каждый раз ездим в деревню. И по всей Абхазии, в разные места. Я влюблен в свою природу. В основном делаю нашу природу, про Абхазию. Я вообще люблю в разных стилях работать. Эксперименты делаю для себя. В разных манерах пишу. Ну и графика тоже в разной манере. Графические работы. И живописные тоже. Абхазский старец, в глазах которого нескрываемая тревога. За ним объятый пламенем дом. Эта картина живо переносит нас в трагическое для всего нашего народа время. Темы войны и махаджирства нередко можно встретить на холстах Заура Мукба. Они поражают своей глубиной и точностью передаваемых эмоций. Эта картина называется «Горец». Тут изображен горец уже в возрасте. И случилась трагедия. Привязана к той трагедии войны, которая у нас была. Дерево обрубленное, может, снаряд попал. И вот из дерева даже вот выходит лицо женщины, смотрящей на горца, что, мол, ну, как будто говорит, что, мол, случилось в нашей стране. Вот такая тема. Признание коллег – это всегда наивысшая награда для творческой личности. А талант Заура Мукба, как отметил председатель Союза художников Абхазии Виталий Джейня, признан не только на родине в Абхазии, но и за ее пределами. Заур Мукба не только у нас в Абхазии известен, еще и за пределы нашей республики. Творческую деятельность он начал 1971 года. Он закончил Харьковский институт, приехал и с тех пор постоянно с Союзом художников везде, какие выставки устраивают, и везде он принимает участие активно. Пестрые краски природы соседствуют в одном зале с будто живыми персонажами, которые, кажется, вот-вот оживут и поведают созерцателю о своей истории. Племянница Заура Мукба является поклонницей его творчества. Больше всего ей нравятся пейзажи, которыми она любуется с детства. Впервые я на его выставке. До этого он мне дарил свою работу. Понравилось. Великолепный художник. Это великий дар. Понравилось очень этот пейзаж. Тут много красок играет, как будто весеннее, летнее настроение. И вот эти молельни, вот старцы, очень впечатлила работа. Отрадно, что искусством в нашей стране интересуются еще и дети. Они с живым интересом разглядывают картины и делятся своими впечатлениями. Мне понравилась вот эта картина, потому что она очень яркая, красочная. Я люблю ходить на выставки, люблю рисовать. Раньше Заур Мукба, помимо живописи и графики, активно занимался чеканкой. Но сегодня этот вид прикладного искусства в Абхазии не востребован. Красочные пейзажи художника находятся в частных коллекциях Китая, России, Сирии, США, Франции и Италии. Выставка работ Заура Мукба продлится до 15 мая. На Алакове Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.
4-5 мая в Сухуми пройдет 26-й международный турнир по вольной борьбе на приз мастера спорта международного класса, чемпиона СССР, чемпиона Европы Раша Хутаба. В турнире примут участие спортсмены со всех районов Абхазии, а также из городов России и стран СНГ. В качестве почетного гостя на турнире будет присутствовать один из самых титулованных борцов вольного стиля в истории, трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев. И о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью возможен слабый дождь, туман. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 10-15, днем плюс 18-23. Температура морской воды плюс 14 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.